Так, ребята, мы сегодня продолжим нашу тему об искусстве, о театре. Сегодня у нас другая тема. Но прежде чем приступить к новой теме, ребята, давайте мы догадаемся, о чем сегодня будем говорить. Для этого я вам сейчас прочту стихотворение. Стихотворение Евгения Евтушенко. Послушайте, а потом скажите, о чем мы будем говорить на сегодняшнем уроке. Мы все киношники, мы пламенное время, мы все художники, рисующие время. Пусть после смерти монумент не сложит нам из кинолент наш монумент, его величество момент. Кино страдает, плачет и поет, кино себя эпоха узнает. А если улыбается кино, то нам смеяться тоже не грешно. То нам смеяться тоже не грешно. Как вы думаете, ребята, о чем мы будем говорить? Сегодня. Так, пожалуйста. О чем мы будем говорить, Бежан? Сегодня мы будем о чем говорить? Кино. Мы будем сегодня говорить о кино, да? Об одном еще искусстве в жизни человека. Так, ребята, значит, сегодня запишите тему сегодняшнего урока. Тему сегодняшнего урока – волшебный мир кино. Репортаж. Так, сегодня число, сегодня 17 марта. 17 марта, записывайте, пожалуйста. Так, тема сегодняшнего урока – волшебный мир кино. Волшебный мир кино. Записали? Да. Так, ребята, мы сегодня будем говорить о структуре, лексическом, грамматической особенности текста, политического стиля. Мы еще раз повторим, как возник кино, что даст кино, да? Мы будем создавать тексты смешанного типа, тексты публицистического стиля, именно репортажи будем составлять сегодня. Так, и перед сегодняшнего урока мы взяли слова Андрея Тарковского. Вы знаете, Андрей Тарковский режиссер, продюсер и вообще человек, да, выдающий человек в искусстве, киноискусстве, да, кинематографии. Ни одно из искусств не может запечатлеть время, кроме кино. По существу, что такое фильм? Это мозаика из времени. То есть кино запечатляет время. А как вы думаете, что это значит мозаика? Что такое мозаика? Пожалуйста, прочтите мне, что такое мозаика? Мозаика – это название детских игр, в которых нужно составлять узоры из разноцветных шариков и Стекол, да? кубиков. Хорошо. И второе это значение этого слова. Художественное изображение узор составляет из клеток между собой разноцветными мелкими камешками, кусочка окрашенного стекла. Вот, несколько значений. Ага, спасибо, молодец. Спасибо. Так, это значение мозаики, да? Значит, это узор, из которого составляет какой-нибудь объект, да? Это из кусочков, как их скрепляет, и то получается или рисунок, или хорошая картина, разноцветная может быть, да? Понять это. Кино, по мнению Тарковского, похоже на эту игру, да? Когда из кусочков составляется целая картина. Кино запечатляет время, то есть рисует время. Так, ребята, мы все вспомним, что такое кино вообще. Я вам дал задание, так, задание подготовить проектную работу, то есть подготовить слайды по кино. Пожалуйста, кто кому я дал? Пожалуйста. Да, уходим вот сюда. Сейчас ознакомимся со своим проектом. Так, пожалуйста, подождите, сейчас. Сейчас. Так, мы свернем. Так. Мир кино, да? Да. Так, пожалуйста. Нет, первый сейчас слайд показываю. Хорошо. Начинайте. Что такое кино? Так. Это почему кино так важно для людей? Что он дает людям? Как кино влияет на людей? То есть именно эти вопросы мы сегодня должны выяснить по твоему проекту. Хорошо? Да, дальше. Кино объединяет целый ряд искусств. Литература, изгнанное искусство, музыка и театр. Так. То есть все виды искусства объединяет кино, да? Да. Тело придумал братья Люмьеры. Так, хорошо. Практически все фильмы были неумные, они содержали лишь изображение
без звука. Так, Как хорошо. бы, А тут, а потом Потом Томас Эдисон создал киноскоп. телескоп, значит, это кино со звуком, да? Да. Получается у нас кино со звуком, да? Хорошо. Это кадры на первый сделано фото. Братья Люмьер. Братья Люмьер. Фильма «Привет поезда на вокзале Ла-Сьота». Ла-Сьота. Хорошо. Так. Во Франции появляется понятие художественный фильм. Все. Значит, уже в начале 20 века появляется понятие художественный фильм. Уже в начале века. Да? Угу. Американская фирма Warner Brothers фильм «Привет Так, дальше. К 30 году практически все фильмы стали звуковыми. Звуковыми, да? Все да. Хорошо. Так. В США было снято один из первых цветных фильмов. Так, самый цветной фильм, первый фильм был снят именно в США. Это был фильм «Унесенный ветром», да, в 1939 году, да, завоевавший огромную популярность. Так, Видеокино, кинематография, ага. художественный фильм, документальный фильм, Концерт. мультипликация, научно популярный фильм. Так, Жанры кинематография, мелодрама, боевик, детский, значит, разные, видите, разные жанры, есть жанры художественный фильм, да, и боевик, и детские, и военные фильмы, да? Хорошо. Так, и на главный вопрос отвечайте теперь. Так, влияет кино на человека. Кино это разнообразие, хорошее настроение. Кино учит, думать, переживать и понимать. Все современные кино много жестокие. однако, это один из недостатков современного кино, очень много жестокости, да? Хорошо, Когда правильно. просмотр кино, Кино смотрим в кинотеатрах, да, в основном лучше смотреть. Так, ребята, молодец, спасибо. Переходим к другой теме, мы продолжаем нашу тему. Так, мы продолжаем тему и сейчас. Так, по тому, как вы прослушали эту проектную работу, мы узнали, как влияет кино на человека. Кино заставляет мыслить человека, да? Творчески подходить к решению проблем. Мы сейчас посмотрим, проведем ролевую игру. Мы посмотрим, как относится Чингис Айтматов к творчеству именно кино, к искусству кино. Пожалуйста, ролевая игра. Проведем ролевую игру. Журналист задает Турегулович, Чингис Айтматов, Чингис Турегулович Айтматову вопросы. А Айтматов отвечает на эти вопросы, и мы узнаем его взгляды к кино. Пожалуйста. Хорошо. Так, пожалуйста. Песня, приходящая в литературе, свидетельствует о том, что для многих зрителей кино стало неотъемлемой частью жизни, а для вас? Да, сегодняшний человек не мыслит себе жизни без кинематографа. И, разумеется, тоже порой кажется, что кино существовало всегда. Разве можно обойтись без величайшего из чудес света? Хорошо. Как вы Чингис Айтматов относитесь к кино? Естественно, что мое отношение к кино менялось в процессе работы над каждым фильмом. Новое сегодня я сделал бы иначе, и мыслящий кинематограф, открывающий зрителю жизнь во всей ее сложности и гармонии. Зрители, как правило, волнует не только тема кинопроизведения, но и ход авторской мысли, даже мышление о жизни. Подобное размышление немыслимо без героев, которые изображает автор. Да. В нашей очень много писем автора, которых делают весьма точно оценки увиденных картин. Как вы оцениваете зрителя? В фильмах действует герой-личность, но там, где нет психологии, там не может быть и правдивого образа человека, а есть только марионетки и ходячие схемы, роботы, так сказать.
Так. И современный, пожалуйста, современный читатель, зритель, последний абзац ответа писателя. Современный зритель очень чувствует именно к языку кинематографа. Задача искусства – постигать глубины и высоты жизни, проникать в них сердцем, умом, увлекая за собой людей, помогая им разрешение сложных проблем бытия. Молодец, спасибо, ребята, вам за то, что вы сегодня подготовили именно эту ролевую игру. Хорошо, молодец, я одобряю ваши успехи. Мы провели с вами ролевую игру, узнали взгляды Чингиза Айтматова на искусство кино. Теперь вам задача выполнить упражнение по учебнику, страница 71, учебник, страница 79. Есть упражнение номер 3. Вот видите? Пожалуйста, мне прочтите, о чем мы будем работать, над чем будем работать по этому упражнению. Пожалуйста, Бекжан, прочти, пожалуйста, что мы будем делать? Значит, мы сейчас проведем с вами парную работу. Каждый, да, пожалуйста. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какой основная функция кино? Какой фильм вы считаете хорошим? Хорошо. Какой фильм оставляет вас равнодушным? Так. Почему кинематограф должен быть мыслящим? Мыслящим. Ага. Как вы считаете, с чего начинается создание фильма и чем занимается сценарист, режиссер и кинооператор? И над чем занимается сценарист, режиссер и кинооператор? Значит, проведем сейчас парную работу. У нас здесь 5 пар. Здесь 5 вопросов. На каждый вопрос отвечает одна пара. Значит, первый вопрос отвечает первая пара. Второй вопрос отвечает вторая пара. Вот так идете. Третий вопрос ваш. Четвертый вопрос ваш. И пятый, последний вопрос, это ваш. Значит, вы должны ответить на вопросы. Да, чем, да, задумывались когда-нибудь о том, какие основные функции кино и так далее, и так далее. Вам ровно 1 минута. Пожалуйста, записывайте тетради записывайте, и вы сейчас меня прочтете. А потом мы проверим, правильно ли записали, сформировать требования Чингиза Айтматова к кино, к искусству кино. Ровно минута, пожалуйста. Так, пишем. Так. Нормально записывайте. Записывайте, хорошо. Так. Записываем. Бери, записывайте. Сейчас вы мне прочтете. Бахтияр тоже. Записывайте. Хорошо. Да, хорошо. Так, первый вопрос. Первый вопрос для первой пары. Пожалуйста. Задумывались ли вы... Так, читаем вопрос и сразу тут же отвечаем. Ага. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какого основные функции кино? Для чего кино? Ага. Хорошо. Да, я задумывался о том, какого основы кино. Это достичь глубины и высоты понимания человека и показать ему всю глубину Жизни, да? жизни. Решать проблемы, да? Решать. Тем самым оставив его неравнодушным для окружающих. Молодец. Похлопаем, ребята, молодец. Хорошо. Так, второй вопрос. Так, Бахтияр, пожалуйста. Какой фильм вы считаете хорошим? Так, своими словами. Давай, какой фильм хороший самый? Ага. Люди, осенний марафон, 5 лидеров. Так. Дальше. То есть Дальше. фильм хороший, который нет. Ага. Штиль. Не оставляет? Представляешь? Равнодушный. Равнодушие. Хорошо, Бахтияр, молодец, Саид. Так, хорошо. И третий вопрос. Бекжан, прочти. Бекжан, ты там прочти. Хорошо, давайте, отвечайте. Время. Какой фильм оставляет нас равнодушным? Какой фильм оставляет нас равнодушным? То есть мы смотрим на этот фильм, и у нас никаких переживаний. Равнодушным. Так? Калина красная. Не фильм, а вообще какой фильм скучный. Помогите. Так, Бекжан? Это сырый фильм. Сырый фильм, где нет что? Ничего. Где нет психологии, где нет человека переживаний.
чуть-чуть слабовато, вторая, третья группа. Так, четвертая группа, пожалуйста. Почему кинематограф должен быть мыслительным? Для того, чтобы пробудить чувство человека, как грусть или же радость. Так, то есть кинематограф должен быть мыслящим, чтобы задеть его Чувство. чувства, Человека, психологию. То есть, зрителя. ага, он должен выходить из зала, да, и у него должен сложиться определенные чувства, определенные понятия, и он должен дальше уже мыслить, да, исходить его мысли, решать проблемы. Хорошо, молодец, хороший ответ. Да. И пятая у нас группа. Так. Как вы считаете, с чего начинается создание фильма и чем занимается сценарист, режиссер и кинооператор? Ага. Создание фильма начинается сценарист Составляет. сценарий, Сценарий. раздает тексты актерам. Молодец. Режиссер. Режиссер готов всех идей. Да, руководит теми актерами. И Но оператор снимает кино. молодец, да? Значит,